Ага. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы продолжаем нашу очередную рубрику по подкастам касательно повышения антикоррупционной культуры среди жителей города Темиртау. До этого мы записывали ряд подкастов с представителями бизнеса, гражданского сектора, государственного сектора. И сегодня очередным нашим гостем является председатель молодежного крыла Жастар Руха по Карагандинской области Мажитов Арафат Азаматович. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ага, сегодня мы с вами обсудим, как вы, наверное, поняли, антикоррупционную культуру среди молодежи, как ее можно будет повысить, как ее можно будет сделать еще более актуальной и сделать ее еще более жизненно важной. Да? И для начала, Арафат Мырза, вопрос. Какие функции носит Жастар Руха? Да, Рахмет. Ну, в первую очередь хочется отметить то, что Жастар Руха — это самая большая и многочисленная организация нашей страны. У нас есть филиалы во всех областях, во всех городах, абсолютно во всех районах. При этом мы открываем ячейки в вузах, в колледжах. То есть максимально стараемся охватить молодежь. У нас по всей стране 125 тысяч членов нашей организации. Так как мы являемся молодежной организацией при политической партии, соответственно, наша основная задача — это подготовить пул таких молодых политиков, да, резерв молодых политиков, которые в будущем будут занимать какие-то должности, реализовывать политику нашей партии, политику государства. Это, можно сказать, такая большая школа. Вопрос. По Караганде сколько примерно представителей молодежи, представляющих Жастар Руха? В целом у нас по Карагандинской области число молодежи превышает 300 тысяч человек, и число активистов Жастар Руха с 14 до 35 лет около 7 тысяч человек насчитывается. Да, классно. А вот теперь вопрос, по каким направлениям вы в особенности ведете деятельность? Ну, в первую очередь, это, конечно, подготовка кадров, можно сказать, для государственной службы, для политической службы. Но в целом Жастар Руха, она занимается абсолютно всеми направлениями. Начиная от помощи пожилым, пенсионерам, да, там, зооволонтерства, также развиваем личные навыки наших активистов, то есть там, проводим всевозможные обучения, тренинги и так далее, повышаем их политическую грамотность, и в спортивном направлении работаем, и в военном направлении работаем, и в том числе работаем с различными силовыми ведомствами по повышению, там, сейчас вот мы знаем, да, принцип Занмин-Тертеп, в том числе и с ранее антикоррупционной службой, теперь АДГС, тесное взаимодействие. Классно. То есть в вашей деятельности есть определенная доля по повышению антикоррупционной культуры среди молодежи? Конечно. Ага, классно. Теперь вопрос. Прежде чем перейти к проблеме коррупции среди молодежи и понять, есть ли она вообще, как вы думаете, какова природа в целом коррупции? Ну, здесь достаточно таки глубокий вопрос. Но здесь, наверное, как всегда, все начинается с семьи. То есть, условно, ребенок, будущий подросток, да, он в любом случае, он все впитывает, всю информацию, там где-то краем уха слышит. И, конечно же, если вечером, собравшись дома, там, отец семейства говорит, вот сегодня там условно гаишники остановились, там я отмазался, еще что-то, то в понимании ребенка начинает формироваться то, что откаты, да, там, отмазки, решить вопрос на месте, то все это норма. Сейчас вот мы проводили встречи со студентами как раз-таки на антикоррупционную тематику. В целом у молодежи понимание, что коррупция — это плохо, какие виды, да, есть коррупции, как этому противостоять, есть. И в целом положительная динамика, мне кажется, наблюдается, поскольку сейчас молодежь, она не молчит. То есть если есть где-то какая-то проблема разной направленности, будь то и коррупционной, они везде об этом заявляют. То есть вы думаете, что отношение среди молодежи к коррупции более нетерпимо, чем среди старшего поколения? Ну, может быть, отношение терпимости, оно равно, да, или где-то выше, где-то ниже, но тем не менее молодежь, она более смело заявляет об этом. То есть борьба с коррупцией усиливается там, где есть большая доля молодежи? Да. Отлично. Тогда вопрос. Вот есть теория, которая ничем не подкреплена, но при этом широко обсуждается, то, что коррупция у нас в стране, она относительно невысокая. Мы должны давайте отметим то, что борьба с коррупцией идет эффективно, она с каждым годом снижается, но тем не менее она все-таки носит острый характер, надо признать. И здесь идет мнение, то, что
К сожалению, то, что основными носителями коррупционной составляющей являются выходцы из Советского Союза. То есть у нас вот представители бывшей страны Советского Союза являются теми, кто больше всего распространяет коррупционную составляющую как фактор, да, который дает взятки или получает взятки, договаривается и так далее, и так далее. Есть теория, если как только, скажем так, у нас закончится доля представителей Советского Союза при управлении государством и увеличится доля молодежи, то в принципе у нас коррупция станет резко меньше. Что вы думаете насчет этого? Ну, в целом, как я уже ранее сказал, сейчас наблюдается положительная динамика, да, то, что молодежь, она становится более нетерпимее коррупции. И вы знаете же, что сейчас очень широко развивается цифровизация, которая, как мне кажется, очень сильно помогает бороться с коррупцией, когда вот цифровой тенге, да, все говорят, когда все видно, там, какие деньги, куда прошли, там, в каких руках условно, да, побывали, и как раз-таки внедряет все это постепенно молодежь. И возможно, да, что с приходом, с изменением поколений, да, в управлении, там, с приходом молодежи, их, вернее, уровень коррупции снизится. Хорошо. Вот теперь вопрос в целом. Вот мы отметили положительную динамику. Да? Где, вот, если убрать цифровизацию, можно ли это заметить не только в сознании молодежи, но и в сознании, в принципе, населения? То есть у нас молодежь относится, вот, нетерпимость, да, есть, вот, четко прослеживается. Вот. А среди населения, вот, как вы думаете, эта нетерпимость повысилась или на прежнем уровне, или же понизилась? Ну, в любом случае, как уже ранее, да, говорили, все начинается с семьи. Я думаю, что любой молодой человек, он в любом случае там, со своими младшими братьями общается, с родителями общается. Они в любом случае те или иные темы поднимают, да, там, то есть где-то, если он вдруг столкнулся с коррупцией, да, он говорит, там, сегодня там, произошло то-то, то-то, я поступил так-то, так-то, где-то советуется. И в любом случае положение и отношение молодежи к коррупции, оно очень сильно отражается на всем обществе. То есть если, допустим, сейчас же говорят, что все в соцсетях у нас, и, конечно же, в основном как бы драйвером всех соцсетей является молодежь, если она проецирует то, что мы активно боремся с коррупцией, мы не хотим жить, да, вместе с коррупцией. В любом случае это очень сильный такой след оставляет, да, тень набрасывает, можно сказать, на все общество в целом. Хорошо. Тогда вопрос другой. Как повлиять на семью так, чтобы она занималась повышением как раз-таки антикоррупционной культуры среди, во-первых, самих себя, среди других членов семьи? Ну, на это очень сильно должна влиять идеология. То есть как раз-таки принцип Занмин-Тертеп, он отображает не только там с коррупцией, да, борьбу, но и в целом поведение в обществе, там, соблюдение всех законов. Если будет хорошая идеология, да, то есть хорошие социальные ролики, опять же, вот подкасты, да, которые будут очень широко, да, шириться в социальных сетях, то в любом случае, когда мы, как говорится, со всех рупоров трубим о чем-то, в любом случае на подсознательном уровне человек это все воспринимает, то есть анализирует, если там условно, да, в автобусе сейчас социальная реклама по поводу коррупции, там, в кинотеатрах перед показами тоже прогоняют социальные ролики по коррупции. На билбордах везде плакаты против коррупции. Да? И в любом случае это имеет такой мультипликативный эффект, да? И в любом случае выхлоп от этого будет. Вот сейчас вот многие говорят, то, что вот, допустим, да, условно рядом с нами наш сосед Китай, да? Там за коррупцию смертная казнь. Но по факту там тысячами приговоров в год применяется именно к тем, кто занимается коррупцией. То есть многие говорят, что вот в Китае коррупции нет, почему она у нас есть. На самом деле, если более широко и более глубже углубиться в вопрос, то коррупция, она есть в любом государстве. Важно то, как с ней борется и как относится к этому обществу. Да, нам еще любят ставить пример Сингапур или саудовских стран, арабских стран, но при этом, если копнуть, то там коррупции вполне даже больше, чем в Казахстане, я бы даже сказал. Да. Не говоря уже о США, где президент на законных основаниях, насколько хочет узаконить коррупцию, да, вот, наверное, знаете об этом. Поэтому, да, если копать глубже, тем более в Китае, в основном, насколько я читал,
борьба с коррупцией носит клановый характер, нежели борьбы с законодательством, да, вот, в рамках законодательства. Теперь вопрос. Вот вы сказали то, что если турбить с каждого рупора, то в принципе эффект будет положительный. Не кажется ли вам то, что вполне возможен обратный эффект? То, что Говоря мы на будем- казахском, қақсай беріп, человек может устать от этого и немножко игнорировать вот эти, скажем так, стремления повысить нетерпимость или культуру. То есть то, что мы будем, наоборот, пропагандировать коррупцию. Как будто либо пропагандировать, либо придем к тому, что они это будут игнорировать. Но, опять же, важно, чтобы это было в меру. То есть сейчас, да, идет активная там, социальная реклама, да, всевозможные технологии применяются, да, то есть влияние на общество, там, внушение того, что борьба с коррупцией это плохо. На самом деле это плохо, на самом деле это тормозит наше государство, и важно каждому человеку понять и осознать то, что борьба с коррупцией это как и борьба с наркотиками. То есть президент говорил, да, борьба с наркотиками это должно быть дело не только государственных органов, а в принципе общенациональной борьбой. Вот я бы поставил борьбу с наркотиками и борьбу с коррупцией на один уровень, поскольку и это очень сильно влияет на развитие государства в целом, на национальную, да, безопасность. Вот. И в связи с этим очень важно, чтобы каждый гражданин увидел эту социальную рекламу, услышал, да, для себя какие-то выводы сделал и понял действительно то, что если будет меньше коррупции, то что если будет она с каждым днем снижаться, условно, там есть же статистика, там, условно, это каждый 8-й тенге был украден. Его понятно, что украли не у нас с вами, да, с кармана, в прямом смысле, а украли там, допустим, на строительстве школы, на строительстве детского садика. Сейчас у нас там наблюдается, да, все равно нехватка детских садов, там, качество школ, качество больниц. То есть это все так или иначе отражается на нашей с вами обыденной жизни. И важно понимать, что если мы с каждым днем будем усиливать борьбу с коррупцией, то и, соответственно, наше благосостояние, качество нашей жизни с каждым днем будет улучшаться. Хорошо. Вот вы упоминали Китай и смертную казнь. То есть вы против смертной казни? За то, что если человека признают виновным в коррупции? Но опять же, это такая палка от двух концов и такой философский вопрос. Да, некоторые страны принимают смертную казнь, некоторые нет. Но, как вы знаете, да, вот на последнем референдуме по голосованию за Конституцию у нас смертная казнь вообще была исключена. То есть даже не мораторий, а просто взяли и исключили, да? Да. Вот. Если ранее у нас был мораторий, как бы в начале там, когда мы обрели независимость, приговоры выходили, но не было тех, кто исполнит ее там и так далее, то сейчас она в принципе исключена. И я понимаю, зачем это было сделано, да, то есть это принципы гуманности и так далее. Поэтому, в принципе, наверное, я тоже против смертной казни. Хорошо. Теперь вопрос. Если вы против смертной казни, может быть, есть какие-то законы, которые вы хотели бы сами внести на рассмотрение хотя бы или на обсуждение? Например, у нас очень много обсуждается то, что, вот, например, у нас есть представители, да, вот, руководства государства, почему бы их, например, не, вот, утрированно не обязать, чтобы они могли получить медицинские услуги и образовательные услуги только в рамках государства. Да, там, например, вот, и были такие обсуждения. Может быть, у вас есть какие-то предложения для государства, как можно повысить антикоррупционную культуру среди населения? Ну, в первую очередь, да, здесь, наверное, принцип кнута и пряника. То есть сейчас мы знаем, да, то, что и идеология в этом плане хорошо продвигается. И если там вы сообщаете о коррупции, да, какой-то процент там выплачивается, какое-то вознаграждение, и это, наверное, правильно. Просто нужно это более широко освещать, чтобы многие знали об этом, чтобы каждый гражданин понимал, что он является таким маленьким винтиком одной большой там, системы, да, одного большого механизма, который ведет постоянную борьбу с коррупцией. Сторонник ли вы того, чтобы личности всех, кто был обвинен, точнее доказан то, что он занимался в коррупции, распространяли в социальных сетях? Ну, смотрите, у нас сейчас есть, если загуглить, да, есть специальная карта. Я забыл орган, который ее выпустил. Ну, условно, там это комитет статистики при Генеральной прокуратуре. Каждый
человек, каждый гражданин, да, он может зайти в эту карту и посмотреть список людей, обвиненных, там формулировка другая, но смысл в том, что обвиненных там в педофилии, да, то есть чтобы каждый условно мог посмотреть и проверить, там, нет ли среди его соседей там лиц, осужденных за педофилию. Поэтому как один из способов профилактики, и у нас же есть такой яд Полат, вот, как один из способов профилактики, в любом случае любой гражданин, он в первую очередь думает за свое честное имя, за свой имидж. Если вдруг он будет осужден за коррупцию, даже там условно на условный срок, и его имя вылезет в этом списке, и то, что все будут знать, то, что он коррупционер, это тоже будет, мне кажется, положительно влиять. Да. Ну, если честно, на мой субъективный взгляд, обвиненных и доказанных в педофилии, к сожалению, не так ярко освещают, как надо бы, в моем понимании. Я бы сторонник того, чтобы их в социальных сетях во всех утюгах. Я даже был бы сторонник того, чтобы их на баннеры вывели, вот все эти. Вот. Если бы с теми, кто уже доказан, что они занимались коррупцией, условно, грубо говоря, коррупционеров, прям в социальных сетях освещали бы, баннеры в центре города, условно, с их лицами, и там во всевозможных плакатах. Вот. И условно реклама «Не будь как он». Он там был обвинен за кражу 100 миллионов тенге, не будь как он. Если, вот в таком вроде, вот, если, грубо говоря, радикальную рекламу, вы бы поддержали? Ну, наверное, нет. Наверное, нет? Нет. Почему? Потому что сейчас социальные сети, они работают лучше любой рекламы, лучше любого там баннера или билборда. Условно, если какое-то громкое дело происходит, да, все мы начинаем быть свидетелями того, как все это происходит. Многие даже там на работе, да, в свободное время сидят, смотрят и слушают эти онлайн-процессы. Это тоже такой, знаете, превентивный характер, да, тоже профилактика и так далее. Мне кажется, этого достаточно. Очень многие паблики сейчас вот в телеграм-каналах, да, публикуют, там, даже если какое-то мелкое, да, коррупционное правонарушение было совершено, они в любом случае это все публикуют с фотографиями, с именами, и этого, мне кажется, достаточно. А если мы будем прям все билборды, да, все наши баннеры этими лицами указывать, то наоборот, может тоже обратный эффект пойти. Может, обратный эффект? Угу. Хорошо. Вот вы сказали яд Полада. Это вот получается один из таких незыблемых принципов нашего воспитания, да? Но при этом за последние годы вы, наверное, заметили то, что многие родители говорят своим детям «аким бол», «депутат бол», там, условно, вот, чтобы они мечтают, чтобы их дети получили определенные должности, да? Социальный статус. Как вы думаете, влияет ли это негативно в отношении того, что этот ребенок в будущем может это не так воспринимать, эту работу, эту должность? Ну вот как раз-таки нужно правильно объяснять ребенку, почему ему родители желают этого. Но в любом случае любой родитель никогда не пожелает своему ребенку плохого. Ну, да. То есть никто не скажет, аким бол, ертен там 10 миллион долларласан, сосын, сен өмірін жақсарат дегендей. Никто не скажет, там, иди работай депутатом, 100 миллионов украдешь, там, 5 лет отсидишь, зато вся твоя жизнь в дальнейшем обеспечена. У нас просто такой стереотип, наверное, то, что госслужащие, имеющие большой там, статус, да, хорошо зарабатывают, имеют влияние, власть. Но на самом деле это все же временно, это просто работа, это просто менеджеры, да, можно так сказать. Сейчас вот, вы знаете, да, конец года рабочих профессий. Очень много было проведено различных мероприятий. И я сам лично знаю, там, условно, да, слесарь получает там 500-600 тысяч тенге, в то время как, допустим, там, руководитель отдела акимата, да, который имеет статус, у него там зарплата гораздо меньше. То есть, чтобы сейчас хорошо заработать, чтобы иметь статус, уважение среди людей, не обязательно занимать какую-то должность, важно просто честно трудиться и зарабатывать свое честное имя, свой статус, свой авторитет среди населения. И даже сейчас некоторые, условно, дворники, они имеют гораздо большую популярность, потому что все его во дворе знают, да, все знают, что он честно трудится, честным трудом зарабатывает деньги, да, себе на хлеб и так далее. Я понял. Хорошо. Теперь вопрос такой, если вот подытожить, да, вот.
Каким вы видите Казахстан через лет 10-20? Ну, 10-20. Именно с точки зрения вот, антикоррупционной культуры. Но сейчас действительно мы видим то, что с такими семимильными шагами, да, мы ведем борьбу с коррупцией. Мне кажется, что цифровизация, с учетом того, что отдельно было создано Министерство искусственного интеллекта, отдельно работает Министерство там, цифрового развития, цифровизация у нас повышается, да, цифровой тенге вводят, за всем все у нас сейчас прослеживается, да, онлайн-банкинг там. В любом случае, я думаю, что это все будет влиять положительно. Сейчас, возможно, те, кто где-то, возможно, как говорится, рыльца в пушку, они все равно задумываются о том, что сейчас все прослеживается, все видно, все максимально прозрачно. И что вот с каждым годом продвижение Казахстана в этой области будет усиливаться, увеличиваться. И таким образом с каждым годом параллельно усиливанию цифровизации будет уменьшаться коррупция. Хорошо. И тогда вот как последнее. Как представителю молодежи заниматься повышением антикоррупционной культуры на самостоятельной основе? Как он может сам себе помочь, скажем так, в этом плане? Вот, что вы можете посоветовать? Ну, наши ребята, которые с нами работают, да, можно сказать, они в первую очередь, когда проводят мероприятия, подготавливаются к этому, они всю информацию пропускают сами через себя. Соответственно, их антикоррупционная грамотность, в целом правовая грамотность, она повышается. Плюс они проводят работу с молодежью, со своими сверстниками, там, с теми, кто помладше, постарше. Таким образом, они вносят свою огромную лепту в борьбу с коррупцией. То есть мы, как молодежная организация, понятно, что у нас нет никаких там полномочий вести там расследование, да, борьбу, кого-то арестовывать и так далее. Но мы можем работать превентивно, работать на предупреждение, разъяснять разными способами, да, там, через игры, через там, кейсы, приглашать различных там, гостей, вот так вот беседовать открыто, задавать вопросы, их слушать. И таким образом мы и предостерегаем, предупреждаем нашу молодежь о том, что коррупция — это зло, коррупция — это плохо и так далее. Все. Арафат Мурза, рахмет вам большое за то, что вы искренне поделились своими мыслями. Нашим зрителям мы хотим пожелать в первую очередь это благополучие и, как сказал Арафат Мурза, повышение грамотности в правовых сферах, досуговых, законодательных. Потому что если вы знаете свои права, то в принципе вы, если способны не на все, то на многое. Поэтому давайте помогать друг другу в этом плане, помогать сделать наше общество, наш город и нашу страну лучше. Всем спасибо, всем всего доброго.